Сразу несколько многоквартирных домов в Беслане подлежат сносу. Их жильцы давно получили новое жилье. Но появились другие постояльцы. Это люди, которым просто некуда идти, и они были вынуждены незаконно заселиться в аварийные дома. Живем мы уже здесь на протяжении 2,5 лет. Заселилась я сюда так, как сложилась такая у меня жизненная сложная ситуация. Раньше я снимала квартиру, потом мужа ударил инсульт, и, к сожалению, он не мог работать. Я сейчас на данный момент нахожусь в декретном отпуске тоже. Не было возможности платить за жилье. И вот я обратилась в администрацию нашу местную, и мне сказали, что есть такие дома, где пустуют квартиры, но они, к сожалению, сказали, что они аварийные, признаны аварийными. То есть разъяснили мне ситуацию, насколько здесь опасно проживать, и нам неоднократно отключали газ, мы самовольно обратно его подключали, так как без газа, вы сами понимаете, невозможно. Альбина Бечелова – многодетная мать. Рассказывает, было время, когда семья ни в чем не нуждалась. Женщина трудилась на Бесланском хлебном комбинате. Работала и как частный предприниматель, пекла сладости на продажу. Да и сейчас семья не бедствует. Помогают родственники, продукты привозят волонтеры. Проблема лишь в отсутствии собственного жилья. Раньше я не нуждалась. Дети тоже ни в чем не нуждались. Единственное, в чем нуждались, это в жилье. Но я думала, что это вопрос решаемый, потому что в 2009 году меня включили в программу «Молодой семье доступное жилье». И я уверена была, что я получу этот сертификат, приобрету своим детям жилье. А там дальше уже по возможности будем расширяться как-то так вот. Но, к сожалению, я в эту программу не попала. То есть я попала, но на момент подтверждения мной средств, что у меня есть, помимо того, что мне дадут сертификат, мужу исполнилось 35 лет, и меня с очереди убрали. В администрации Беслана о сложившейся ситуации знают, но уверяют, что разрешения на заселение этим людям не давали. Никто не заселял. На самом деле туда граждане не могли сказать, что вот там пустует квартира, заселяйтесь. Это все на самом деле сделано самовольно, потому что мы неоднократно предупреждали все семьи, которые сюда обращались, что это крайне опасно проживать в таких домах, тем более они в соответствии в законодательном порядке признаны аварийными. Уже в этом году аварийные дома пойдут под снос. Куда пойдут эти люди, непонятно. Если проанализировать, и мы провели беседы неоднократные, для того, чтобы понять, кто из этих семей состоит на жилищном учете. По моей информации, около 3 семей только из числа тех, которые там проживают, состоят на жилищном учете. Все остальные объяснить на сегодня на законном уровне, что они там делают, мы не можем. Мы готовы рассмотреть проблему каждой семьи, понимаете как? И даже вот те семьи, в которые вы выехали, мы знаем, некоторые из них, неоднократно им уже объяснялось. Если мы с вами общались, то вы же говорили, что эта семья подойдет с целью того, чтобы обратиться, встать на жилищный учет. Вот у меня вопрос, пришли они? Они не пришли. Понимаете как? То есть они обращаются с заявлениями и так далее. Однако, когда их направляешь уже по тому направлению, по которому должно обеспечиваться жильем нуждающаяся семья, они почему-то этого не делают. Мы готовы оказывать содействие в сборе документов, мы готовы оказывать содействие в направлении в какие-то программы действующие. Ежедневно свою жизнь опасности подвергают около 100 человек. Большинство из них – дети. И несмотря на то, что у каждой семьи своя сложная ситуация, жить в аварийных домах невозможно. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.